Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В экспоцентре города Баку прошла 4-я азербайджанская международная оборонная выставка ADX и 13-я международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» Securix Caspian. Выставка ADX проводится по инициативе при организационной поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики. Организация мероприятия поручена компании Caspian Event Organizers. Среди участников торжественной церемонии открытия выставки министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов, командующие вооруженными силами Азербайджана, начальники главных управлений, управлений служб Министерства обороны, руководители структур Министерства оборонной промышленности и иностранные делегации. Министр обороны и промышленности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев, приветствуя участников выставки, пожелал успехов в ее работе. Совместно с послом Кыргызской Республики в Азербайджане Кайратом Усмуналиевым азербайджанское представительство телеканала «Пирамида» и Туркел Медиа имели возможность ознакомиться с этой престижной выставкой. Здесь демонстрируется 179 из более чем 1000 наименований продукции Министерства обороны и промышленности Азербайджана. EDEX 2022 собрала более 200 компаний из 32 стран мира и заняла 3 павильона, а также открытую площадку Баку экспоцентра, демонстрируя 5% рост по экспозиционной площади. Среди участников выставки ведущие компании оборонной отрасли из Турции, Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и других стран. В выставке этого года впервые принимают участие компании из Иордании. Около 10 стран представлены со своими стендами. Следует отметить, что многие страны увеличили площадь своих национальных экспозиций. На выставке в общей сложности демонстрируется свыше 2000 видов вооружения. На выставке EDEX 2022 представлены следующие секторы: воздушные суда и авиационные системы, морские суда и военно-морские системы, боевые транспортные средства, радиоэлектронные системы, С4 АСР, оптикоэлектронное оборудование и системы, беспилотные системы, военное обмундирование и экипировка, оружие и боеприпасы, симуляторы и тренажеры, средства радиационной, химической и биологической защиты, а также военные организации и предприятия по продвижению экспорта и не только. Отдельного внимания заслуживает открытая площадка выставки, на которой представлены машины военного предназначения, беспилотники, зенитные системы и многое другое. По традиции на выставку EDEX 2022 прибыли зарубежные делегации. Проявленный к выставке большой интерес со стороны международных делегаций и компаний еще раз подтверждает высокую роль и значение Азербайджана как важного стратегического партнера. Таким образом, выставка EDEX станет уникальной платформой для демонстрации новейшего вооружения и заключения новых контрактов в сфере международного военно-технического сотрудничества. Особо хочу сказать, что очень интересная та часть хозяев непосредственно сегодняшней выставки. Это Азербайджан, который представлен Министерством оборонной промышленности. Есть такое ведомство, которое внесло очень большой вклад в укрепление обороноспособности Азербайджана. Должен сказать, что Азербайджан разрабатывает современные виды вооружений, те, которые опробированы, еще раз хочу сказать, в последней Карабахской войне, и, соответственно, он считается одним из таких передовых в регионе, по крайней мере, в плане, так сказать, производства оборонной техники. Конечно, для Кыргызстана это представляет несомненный интерес, поэтому я здесь нахожусь. Уже установлены контакты с руководством, то, что это, безусловно, интересное мероприятие, наверное, само по себе визуально это видно. Что вас больше всего удивило, скажем? Ну, что удивило? В общем, то, что достаточно все открыто. Здесь практически все желающие могут подойти, потрогать. Если есть техника там выставлена, можно внутри посидеть, можно задать вопросы. В общем-то, такая достаточно... Получить информацию, да? Да, ну, просто интересное мероприятие, которое, видимо, является очень важным мероприятием в том плане, что и Азербайджан, например, как хозяин этого мероприятия, в общем-то, есть что показать. Ну и, в общем-то, такого рода мероприятия, они интересны больше всего для контактов. Для Кыргызстана что может быть интересным в будущем?
Я думаю, что все, что может вносить свой вклад в обороноспособность страны, все интересно. Это, во-первых. Во-вторых, речь-то идет о современных видах вооружений. И здесь очень много техник, которая доказала свою состоятельность. Вот. И там уже Азербайджану есть показать образцы своей техники, которые она сама производит. И, во-вторых, она уже апробировала, и это получило, по крайней мере, признание в военных кругах. В Ташкенте были вручены специальные награды Тюрксой узбекским журналистам за их поддержку в распространении азербайджанской правды. Следует отметить, что после окончания 44-дневной Отечественной войны на основании презентации Азербайджанского культурного центра организация Тюрксой наградила ряд узбекских журналистов специальной наградой за поддержку в распространении правды Азербайджана. В мероприятии приняли участие организация Тюрксой, Общество дружбы Узбекистан-Азербайджан, руководство Союза журналистов Узбекистана, деятели культуры и искусства. В первую очередь участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву перед этим зданием и в саду шахидов. Директор Азербайджанского культурного центра Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, открывая мероприятие вступительной речью, рассказал об организации Тюрксой и отметил, что в рамках этой организации создана широкая платформа сотрудничества, объединяющая культурные усилия тюркских стран. Эффективная деятельность ведется вокруг международных организаций. Он выразил признательность известным представителям СМИ, донесшим до Узбекистана и мира правду об Азербайджане и в минувший период, а также в годы Отечественной войны. Председатель Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан Эркин Нуридинов, председатель Союза журналистов Узбекистана Олимджон Усаров, президент Академии наук Туран в Узбекистане Хайдарбек Бабабеков отметили развитие отношений между Узбекистаном и Азербайджаном и в целом в странах тюркского мира во всех сферах, включая науку, культуру, искусство, СМИ. Была отмечена важность солидарности и сотрудничества между тюркскими государствами. В своем выступлении генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев проинформировал о деятельности представляемой им организации, а также сообщил, что в 2020 году принято решение о присуждении премии Тюрксой представителям средств массовой информации, донесшим события 44-дневной Отечественной войны, мировому сообществу и истины Карабаха. Затем Султан Раев и Самир Аббасов вручили награды Тюрксой узбекским журналистам, отличившимся в деле доведения до мировой общественности правды об Азербайджане. Позже на мероприятии был показан видеофильм о деятельности Тюрксой. В рамках мероприятия генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев посетил музей Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, встретился с директором центра Самиром Аббасовым и обсудил двустороннее сотрудничество. 75-летний житель города Ош Мамыт Таштанов проедет на велосипеде 6 стран, чтобы принять участие во Всемирных играх кочевников в Турции. Он уже проехал Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и прибыл в Баку. Корреспонденты телеканала «Пирамида» в Баку встретили его вместе с послом Кыргызстана в Азербайджане Кайратом Усмуналиевым. О его приезде в Баку наш телеканал «Пирамида» подготовил специальный репортаж. Мамыт Таштанов после Азербайджана прибудет в Грузию, а затем в Турцию, где будут проходить Всемирные игры кочевников. Год тому назад написал проект, чтобы тюркских стран, чтобы была совместно, вместе дружба была, и свобода была у нас, друг другу помогали по экономическим вопросам, по другим вопросам. Приехал 2000 километров, проехал на велосипеде, 1 месяц прошел за эту мою поездку. У меня есть такое сила, Аллах дал мне рух и дух. Поэтому Аллах то, что мне дал, поэтому духом я еду. Вот с таким принципом. Приехал в Азербайджан. Азербайджана очень развитая экономика, и сразу видно, вот, этот проект там раньше, вот, даже архитектурный ансамбль вообще сказочно, как будто я в Нью-Йорк подошел. Вот. Такая чистая, и люди тоже дружелюбные, встречают, так улыбаются, останавливают, фотографируются, когда я еду вот так, и сразу вот приветствуют, и уже у меня цель, чтобы дружба была между нами,
между тюркскими языками. Вы, значит, во имя дружбы выехали, да? Во имя дружбы только вот. И потом еще у нас вот в Турции начинается вот Кошмендер района, Евра кочевников. Там 29 сентября и 2 октября будет состязание. Приезжают туда 70 стран. Я еще песню пою, танцую. Асманнан ұшқан бір тұттырналар, сүйген жарыма сәлем айталар. Жұлдыз қандай, ай қандай, ежеке сүйген жар қандай. Хайрилалау, ла-ла-ли-ла-лау, ла-ла-ли-ла-лау, ежеке сүйген жар қандай. Жүрегім менің дірілдеген, машина соққан атырдай. Жұлдыз қандай, ай қандай, ай сүйген жар қандай. Хайрилалау, ла-ла-ли-ла-лау, ла-ла-ли-ла-лау, ай сүйген жар қандай. Рахмат. Единственный вопрос я вам задам. Скажите, пожалуйста, какая у вас гарантия выйти вот такую дорогу в таком возрасте? Гарантия, я все время молюсь Аллаху. Мне Аллах помогает. Даже я, когда вот этот велосипед покупал, месяц искал, не нашел. Потом Аллах мне такое чувство дал. Коня вот, гору вот гоняю, на себя сел на коня, и такой свет был на коне, желтый. Желтый коня. И смотрю, потом пойду посмотрел, вот это седло желтый. Желтое седло. Вот. Да. Какая-то одна дал мне интуиция такой-то. Вот. Поэтому вот, купил, вот, уже 7 лет хожу на велосипеде, я вообще на транспорт не сажу. Вот. Поэтому вот, мне как свою жизнь русло вот, пришло велосипед. Мужчина, если хотите долголетие жить и долголетним мужчинам быть, купите велосипед, только и это седло было брусер, это помогает. Господин посол, что вы скажете по этому поводу? Ну, я хочу сказать то, что сегодня у нас такое интересное очень событие. Сегодня в Баку прибыл наш земляк, соотечественник, который уже очень многих удивил. И в первую очередь, конечно, силой духа. И, конечно, в таком возрасте такие физические нагрузки пересечь несколько государств, тем более в такой жаркий период времени, и благополучно сейчас он добрался до Баку. Это вызывает только уважение, восхищение. И я хотел сказать то, что очень важно, то, что такие люди, они укрепляют как раз-таки народную дипломатию, да? То есть они способствуют значит, сближению народов, дружбе народов, взаимопониманию, потому что вот мы пока шли, разговаривали, здесь столько интересных историй, на самом деле очень значит, тепло приняли, насколько я знаю, да, и в Узбекистане, и в Карабахстане, и в Казахстане. Вот, я уверен, что и в Азербайджане очень тепло тоже к этому относится. В частности, вот, Федерация велосипедного спорта предупреждена. Тут есть некоторые небольшие значит, необходимость починки велосипеда. Вот сегодня его пообещали посмотреть, починить. Мы со своей стороны, посольство, конечно, мы окажем всяческое содействие, поскольку посольство Кыргызская здесь находится в Баку, но, соответственно, 2 государства, Азербайджан и Грузия. Следующий основной такой этап после Азербайджана – это Грузия. Я думаю, что тоже будет очень интересное путешествие для Аксакала. В Грузии у нас есть 2 почетных консула, которые уже предупреждены. Один в Тбилиси, другой в Батуми. Значит, о том, что будет прибывать скоро. Мы решаем сейчас вопросы, которые связаны с пересечением границ. Ну, насколько вы знаете, фактически нет сухопутного пересечения между Азербайджаном и Грузией. Если не удастся, то мы найдем другие способы. Но я думаю, что в срок до наших знаменитых, я скажу, подчеркну, наших всемирных игр кочевников, это бренд Кыргызстана, который 4-й игры кочевников, 4-й раз они первый раз будут вне пределов нашей республики. И это очень символично, что вот такой большой далекий путь преодолел наш Мамат Агай, да, и из
далекого Кыргызстана через фактически тюркские государства по пути исследования. Я думаю, это имеет очень, с одной стороны, символический характер, с другой стороны, очень большой пример для нашей молодежи. Это популяризация велосипедного спорта. Я думаю, В здоровом теле, здоровый дух, как говорят. после этого, я думаю, у нас в Кыргызстане, и не только вот в Кыргызстане, и в тех странах, где пересек Мамат Агай, значит, тоже будет большой интерес в развитии велосипедного спорта. Ну и само воплощение, так сказать, жизнерадостности, твердости духа. И вот самое главное для нас, как для дипломатов, такие люди очень много делают именно для сближения народов. Конечно. Поэтому Мамат Агай, он народный дипломат, мы приветствуем, очень рады видеть в посольстве. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Эльнара Мусаева, я генеральный секретарь Федерации велоспорта Азербайджана. Мы услышали, что такой человек приехал на велосипеде, такой километраж проехал. Мы были очень удивлены. В таком возрасте. В таком возрасте, такой километраж. Это очень серьезное испытание. И, естественно, мы сразу решили просто познакомиться, увидеть этого человека. И от нас мы должны сделать ему все по самому лучшему, чтобы он дальше продолжил свое путешествие без никаких проблем. Поэтому мы сейчас пришли здесь, во-первых, чтобы с ним лично познакомиться. А во-вторых, чтобы посмотреть на его велосипед, что если будут какие-то проблемы, мы его быстренько все это устраним, и он сможет продолжить дальше свое путешествие. Спасибо. После встречи с представителями Федерации велосипедного спорта Азербайджана и послом Кыргызстана Кайратом Усмуналиевым было принято решение отремонтировать велосипед Мамыта Таштанова и привести его в исправное состояние. На следующий день посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев вместе с 75-летним Мамытом Таштановым побывали в Азербайджанской велосипедной федерации. Гостей приветствовали генеральный секретарь федерации Эльнара Мусаева, член исполкома федерации Вугар Салахов и директор республиканского велотрека Тамерлан Салахов. Они тепло поприветствовали гостя из Кыргызстана и ознакомили с велотреком и другими социальными объектами. Посол Кайрат Усмуналиев и Мамыт Таштанов посетили автодром, гостиницу для спортсменов и музей велосипедов. Затем за чайным столом гостям была дана подробная информация о деятельности Азербайджанской велосипедной федерации, развитии велосипедного спорта, работах, проводимых в этом направлении. Посол высоко оценил успехи, достигнутые велосипедистами Азербайджана за последние годы, и проводимую работу по популяризации этого вида спорта в Азербайджане. Он пожелал федерации и спортсменам больших успехов. Было отмечено, что житель города Ош Кыргызской республики Мамыт Таштанов пока проехал на велосипеде через Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, чтобы отправиться в Турцию. Он прибыл в Азербайджан самолетом в ночь на 12 сентября, так как пересечь территорию Азербайджана через сухопутную границу нет возможности. Мамыт Таштанов планирует на велосипеде пересечь Грузию и попасть в Турцию. Механики Азербайджанской велосипедной федерации осмотрели велосипед Таштанова и устранили все недостатки. Гости выразили благодарность за теплый прием, предоставленную подробную информацию и техническую поддержку. В завершении было сделано памятное фото.
Мировое сообщество признало значение эпического наследия наших предков, которые в суровых условиях кочевого быта, частых военных столкновений сумели сохранить и донести до наших дней жемчужины культуры общечеловеческого значения. Наши предки внесли достойный вклад в мировую сокровищницу культуры человечества. Кыргызский народ вправе гордиться своим духовным богатством. Символично, что эпос Манас включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, судьбоносный для кыргызского народа год. Нынешнее поколение кыргызстанцев должны быть достойными своих предков, и они обязаны выполнить главный завет Манаса – сохранить единство и дружбу многонационального народа Кыргызстана, сохранить свою государственность, стать сильной, независимой и развитой страной. Мы должны сохранить то богатое культурное наследие, что оставили нам предки. Нам очень приятно, что в стране растет новое поколение манасчи, которое продолжает творческий путь Саакбая Караваева и Джусупа Мамая. Французский мыслитель Виктор Гюго говорил: «Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом. Единственной мерой служит его умственное развитие и его нравственный уровень». Поэтому мы гордимся всемирно известным героическим эпосом Манас, который отличается с художественной, исторической, философской и идеологической стороны, а также сказителями эпоса. Традиции помогают народу сохранить свою культуру. Через них из поколения в поколение передаются ценности, нормы поведения и идеи. Я бы хотел сказать, это значит через культуру. Это самый локомотив всего нашей жизни. Вот эта культура занимает для меня лично. И я думаю, для всех тоже культура должна занимать первое место. Почему? Игры кочевников действительно вот там мы показали свой обычаи, традиции, возродить игры, вот, да, передать молодежи, вспоминать, как мы жили, да. Вот через это мы тоже вот получаем духовный заряд, да. И поэтому вот эту традицию мы должны продолжать. Кыргызы всегда любили петь, всегда любили вот душевные равны, да, изливали, и они никогда вот напрямую не говорили, вот как-то вот все объясняли, да. И это о чем говорит? Это настолько тонкий народ, что который действительно они должны понимать с полуслов, да, вот друг друга. Это, естественно, у всех народов есть такое, вот эта поэзия. И поэтому поэты действительно у нас вечные же. Мы же себя ценим, их поэты, да? Вот, например, даже вот наш Чингиз Айтматов. Чингиз Айтматов у нас в мировой литературу такой вклад внес, да? Поэтому такие личности действительно делают нас, мы гордимся этим, да? Я еще хочу сказать, что вот мы говорили о Манасе, мы говорили о игре кочевников, чтобы вот хранить вот это национальные традиции, есть еще другие способы. Что еще вы можете предложить? Мы с самого начала начали нашу беседу вот о Манасе, вот возродить этот наш ключ вот в этом заключается. Оттуда только все начинается. Вот, ну, любого вот двери есть ключ, правильно? Вот вы сейчас задали вопрос, я хочу сказать, ключом этого возрождения нашего традиции, нашего национального духа
Ну, только в Манасе, эпосы Манасе, понимаете? И там все есть у нас. Ну, я же вам сказал, мы вам сказали, Коран, это Библия, и это для кыргызов вот тоже вот. Все, что там есть у нас, и там культура есть, традиция, это история, ну, все есть у нас. Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех людей без исключения, вне зависимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи. Вы довольны сегодня молодежью, что сегодняшним молодежям, что они действительно патриоты, есть стремление к этому, что вы возрождаете, готовите, проводите мероприятия. А как молодежь, по-вашему, сегодня какие они молодежь? Сегодня молодежь, конечно, мы всегда, старшее поколение, я думаю, очень ответственно должен подойти к этому вопросу. Поэтому то, что сейчас сегодня мы молодежь сейчас критикуем сами, я думаю, ну, это, значит, исторически так сложилось, что у нас переходный период. Поэтому мы как-то вот отделились от Советского Союза, вот такие моменты были, да, независимы стали. И начали мы, вот в этом году мы 30-летие нашего языка отмечаем. Вот подводя итоги, вот это язык же это корень всего. Да. Необходимо не только сохранять эпос Манас, но и помнить манасчи, которые устно, передавая эпос, донесли его до наших дней. Это Романдын Ырчиулу, Джайсан, Балыгос, Кельдибек, Тыныбек, Найманбай, Кенжихара, Дейханбай, Багыш, Музоке, Чоюке, затем Акылбек, Сагынбай, Саякбай, Каба, Дункана, Джапак, Джаныбай и другие великие монашчи.
О пользе тыквы для здоровья человека знают многие, поэтому широко используют этот овощ в кулинарии. Однако не все хозяйки знают, что из тыквы можно приготовить очень вкусное варенье, которое может использоваться не только в качестве самостоятельного десерта, но и как начинки для многих видов выпечки. Первым шагом к приготовлению любого блюда из тыквы является ее предварительная подготовка. Для начала нужно взять тыкву и хорошенько ее помыть снаружи. Если плод большой, то его можно просто протереть мокрой тряпочкой, а затем вытереть насухо чистым полотенцем или бумажной салфеткой. После промывки приступают к разделыванию тыквы. Для этого понадобится кухонная доска и большой, хорошо заточенный нож. Тыква может быть очень твердой, поэтому хозяйке придется приложить некоторые усилия, чтобы ее разрезать. Сначала плод разрезают вдоль на 2 равные половины. Внутри тыквы находится семенная камера, которую руками вычищают из обеих получившихся половин. Волокна этой камеры выбрасывают, а семена можно засушить и употреблять в пищу. Затем каждую половинку тыквы разрезают на крупные куски любой формы, с тыльной стороны которых аккуратно срезают твердую кожуру, а с внутренней удаляют оставшиеся волокна. Очищенные крупные куски тыквы разрезают на более мелкие в соответствии с рецептурой варенья. Варенье будет вариться довольно долго, не менее 1 часа. Его готовность можно определить по внешнему виду кусочков тыквы. Они станут прозрачными.